Что входит в комплект теплицы Sense and Control и как ты используешь блочный код, чтобы заставить компоненты работать? В комплект теплицы входит теплица, также известная как эко-камера, с резиновыми пробками. В комплект также входит узел Control Node, который является устройством, обрабатывающим команды ввода и вывода, указанные в твоем коде. Входящий в комплект датчик теплицы обеспечивает ввод данных от датчика влажности почвы и датчика освещенности, влажности и температуры. В комплект входят все шнуры, необходимые для подключения всего, как ты видишь здесь. Устройства вывода включают программируемый светодиодный индикатор, который питается от настенного адаптера переменного тока, а также вентилятор и погружной водяной насос, которые питаются через USB-разъемы на плате вывода питания. Наконец, в комплект принадлежностей для теплицы входят трубки, соединители, дополнительный ограничитель, головки для капельного орошения и полоски с крючками и петлями для упорядочения шнуров и трубок. Твоя собранная теплица будет выглядеть примерно так. В дополнение к тому, что входит в комплект, тебе понадобится программное обеспечение Capstone или SparkView, контейнер для использования в качестве резервуара для воды, как этот, и растения в горшке или семена почва, а горшок для растений примерно такого размера, который удобно помещается внутри теплицы и обеспечивает дренаж через дно. Ты даже можешь использовать чашку с отверстиями в дне, если хочешь. А теперь давай немного попрограммируем блок в SparkView. Я уже подключила узел Control через опцию «Данные датчика». В узле Control Node есть встроенные датчики, которые я не буду использовать, поэтому я собираюсь отключить их. Эти измерения датчиков теплицы доступны, когда датчик и его компоненты подключены к подключенному узлу Control Node. Я собираюсь посмотреть только на измерение температуры, поэтому оставлю проверенным только это измерение. Я собираюсь выбрать цифры и шаблон графика, чтобы быстро построить отображение данных. Выбери значок кусочка головоломки, чтобы переключиться на инструмент блочного кода. Ты найдешь блок, который управляет растущим светом, в аппаратном меню. Светильник подключен к порту А на узле Control. В светильнике для выращивания есть только красные и синие светодиоды, интенсивность которых можно независимо устанавливать целыми числами от 0 до 10. При этом 0 выключено, а 10 — максимальное значение. Если я нажму «Пуск», программа запустится и индикатор ненадолго включится, но затем сразу же выключится. Это именно то, что говорит мой кодекс — включить свет, но он не определяет, как долго нужно держать свет включенным. Если я добавлю блок сна, свет будет гореть столько, сколько я скажу. Это выпадающее меню позволяет мне переводить миллисекунды в секунды. Задержка сна теперь настроена так, чтобы свет горел пару секунд. Давай проверим код. Свет горел немного дольше, как и было указано. Но что если я захочу держать свет включенным до тех пор, пока не нажму кнопку «Стоп»? Мне нужен бесконечный цикл, настроенный так. Повторяйте, пока это правда. Удали блок сна. Давай проверим код. Теперь этот индикатор должен гореть до тех пор, пока я не нажму «Стоп». Окей, стоп. Если я хочу, чтобы свет включался и выключался в заданном цикле, я могу дублировать блоки и изменять интенсивность света. Позволь мне продублировать световой блок. Сначала я установлю яркость на 0 на красном, чтобы выключить красный свет, а на синем оставлю его на 5. Будет гореть только синий свет, потому что... Позволь мне поставить таймер сна, чтобы установить время его включения. Он будет гореть 1 секунду на синем. Тогда, если я поставлю Bluetooth на 0 и красный, я уйду в 5, синий будет выключен, а красный включится на 1 секунду. Тогда это будет повторяться постоянно. Давай проверим код. Теперь, когда у тебя есть представление о том, как управлять выходами, давай обработаем ввод данных с датчиков в программу. Давай предположим, что я хочу включить свет на полную мощность. Это будет 10 как на красном, так и на синем. Это произведет какое-то впечатление. Я могу использовать данные датчика температуры, чтобы сказать вентилятору включиться и помочь сохранить прохладу в теплице. Я собираюсь использовать логический блок, чтобы настроить условие, при котором, если температура превысит заданную температуру, вентилятор включится.
Давай взглянем на текущую температуру в строке данных в реальном времени в левом нижнем углу экрана. Прямо сейчас она 26,1. Я включу вентилятор, когда будет теплее 26,1 или больше 26,1. USB-вентилятор подключен к модулю вывода питания. Мне нужно взять блок вывода питания из аппаратного обеспечения. Мне нужно убедиться, что вентилятор подключен к порту B на моем Control-узле и что я нахожусь на канале 1 на моей плате отключения питания. True означает «включено». Если это условие не выполнено, я хочу, чтобы вентилятор был выключен, поэтому мне нужно добавить оператор else в этот логический блок. Когда температурный режим не соблюдается, я хочу выключить вентилятор или установить значение false. Позволь мне переключиться на отображение данных. А теперь давай проверим код. Мы ожидаем, что вентилятор будет выключен. Он выключен прямо сейчас, до тех пор, пока температура не поднимется выше этого значения, выше 26,1. Пока мы ждем, мы видим, что температура остается стабильной. Еще не прогрелась. Как только станет теплее 26,1, вот оно. Я слышу вентилятор. Вот оно как раз вовремя. И этот вентилятор выключится, как только температура снова упадет до 26,1 или ниже. Держу пари, ты уже думаешь о куче различных способов управления освещением, температурой, движением воздуха и другими вещами в теплице. Зайди в библиотеку экспериментов Паска, чтобы найти занятия в классе для набора Greenhouse Sense and Control, а также посетите веб-страницу набора для получения подробной информации о том, как собрать отдельные компоненты набора, такие как датчик теплицы или Grow Light. Спасибо, что смотришь. Продолжай кодировать и получай удовольствие, исследуя возможности.